Dana legabna min hille bindu Ага, хиллягыт. söpaha mikrofon falbatu bitti. А, 15 минут подтада.
Это кто махает? Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Помашите. Здорово. Всем добрый день. У нас по плану было в 11:10, да? Еще минуты 4 есть. Подождем. Сейчас еще должны присоединиться к нам. Türkünün. Ага. Çık. Ага. Всем добрый день. С вами на связи я, Сардана Олеговна, шеф-редактор журнала «Колокольчик». Сегодня у нас онлайн-презентация мини-книжки к столетию образования Республики Саха-Якутия, да? Называется «Сокровища моей семьи». И мини-книжка «Богатство дедушки Тараса». Проект сохранения памяти о близких и родных людях, когда дети становятся исследователями и чуть больше узнают о своих родных и рассказывают на страницах журнала про семейные реликвии, истории, цитаты.
И все это в удобном формате с рисованными предметами, обретает новый вид, и это одна из важных первых ступенек к созданию собственной книги и к осознанной публикации. А сейчас я бы хотела показать короткое видео, которое мы подготовили для вас. Ну для начала я представлю, кто у нас сегодня. Сегодня у нас ученики Амгинского лицея, 4 класс, 5 класс. Это одноклассники Эркёне. Он у нас сегодня главный герой. Да, еще вот 3 класс я вижу. Учителя Сунтарского района, Верхневилюйского района, Хангаласка и города Якутска так к нам тоже присоединились. И также, конечно, редакция детских журналов «Чуаранчик», «Колокольчик». А сейчас я вам покажу видео. Вот сейчас мы посмотрели короткое видео, да, из архивных данных были собраны материалы дедушкина Аркёна, как вы заметили, да, и сам в конце сидел Аркён уже со своим дедушкой. Вот, на основе таких данных и создается журнал. Мы собираем сначала информацию, нам отправляют, и мы вместе с верстальщиками, художниками компонуем и создаем такие вот замечательные детские журналы, мини-журналы в самом журнале, да. И сейчас хотелось бы передать вступительное слово директору Амгинского лицея Дарье Иннокентьевне Захаровой, дочери известного детского писателя Иннокентия Сосина, нашего тоже постоянного автора, любимого детского писателя. Дарья Иннокентьевна. Пока, видимо, не подключилась. Хорошо. Добрый день, уважаемые ребята, взрослые, которые сегодня собрались на такое приятное мероприятие, когда мы презентуем маленькую книжку нашего ученика, который по проекту «Семья сокровищница моей семьи» сделал маленькую такую первую книжку свою. И мы очень рады, что вот эта книга, маленькая книжка вышла, и хотим, чтобы дальше наши дети и вообще дети республики участвовали в таких проектах. И всем желаю, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло очень хорошо. Спасибо.
Да, журнал «Колокольчик» всегда за новые формы работы и всегда рад, когда дети сами активно участвуют в создании журнала. А еще лучше, когда в процесс вовлечены и родители, да. И мини-книжка, посвященная столетию автономии Якутии, как раз-таки вовлекает в процесс создания журнала уже, да, всю семью. И это здорово на самом деле. И сейчас вот давайте послушаем Эркена Солдатова, ученика 5 класса Амгинского лицея. Он, да, сегодня здесь. Добрый день, уважаемые участники онлайн-мероприятия организатора, который является редактором журнала «Чуранчик Колокольчик». Меня зовут Эркен Солдатов. Я учусь в 5 Б классе Амгинского лицея имени Леонида Васильевича Хиринского. Мне с детского сада выписывают журнал «Чуранчик Колокольчик». Я хочу рассказать, как я участвовал в проекте «Сокровища моей семьи». Вы посмотрели, как другие ребята публикуют о своих дедушках и бабушках. Мы тоже решили участвовать в них. Я знаю, что мой дедушка был очень хорошим и мудрым учителем, и о нем тепло помнят его ученики и его дети. Хотя я никогда не видел своего дедушку, я сохранил в своей памяти по рассказам моей мамы, родных и близких. И мне очень понравилось, как с помощью QR-кода можно увидеть моего дедушку живым, как живую историю моей семьи. А также очень понравился рисованный портрет моего дедушки. Большое спасибо художнику Колокольчика Даяне Калининской. Я и моя семья очень благодарна. Редакции Колокольчика. Ведь таким образом мы увековечили память о дедушке. Хочу сказать ребятам, что они тоже могут участвовать в проекте «Сокровища моей семьи» и рассказать о своих дедушках и бабушках в журнале «Чуранчик Колокольчик» и сохранить память о внукам и правнукам. Спасибо за внимание. Спасибо, Эркен. Действительно очень важные слова, увековечить память родных, да? И также Эркен еще сказал, что общался с учеником дедушки Тараса Николаевича, да, его зовут Пестеров Егор Егорович. И сейчас я покажу короткое видео, которое подготовили для вас. Как раз-таки там, где вот присутствует Пестеров Егор Егорович. Степанов Тарас Николаевич Тугунан, «Сокровища моей семьи», «Колокольчик», журнал проекта «Кыттыбыт», «Кыра», «Кинеговин», «Кини вереммит», «Вереначия», Пестеров Егор Егорович Кабелахтига. Я мақтал. Энехан Степанов Тарас Николаевич мигин нуловой класстан начальный класс көбейлеп бите. Эмис начальная школа, чулгы начальная школа темиске. Нуловой класста иннах. Онна sen наш выше долго думаю, оглас хабилю это кимне барык. Оглас даже сиганнат. Ки ол дюмен нуловой класс көбейлеп ген интернет колор бупуна дюмен онна киха екелен киниге агар болар кибиха. Карахын лампатыгар. Онна кадери катады киниге киниге туттама хасис туттама нихер болар. Онкелен де класста бар ден киниге агар мел.
Он оператор ту сторону. Даже дух артистан аварте. Он бейски ölü sonunda o simye kay şokay onu hidrom genel ne даже диарта. Ой куда пахала. Ага, видите, даже при керосиновой лампочке, когда учились, да, вспомнили. И также, да, мы обратились еще и к нашему постоянному научному эксперту, кандидату исторических наук исторического факультета ЗФУ имени Мосова Яковлеву Айталу Игоревичу, и тоже сделали короткое видео. Сейчас мы вам его покажем. Добрый день, меня зовут Айтал Яковлев, я историк, и я получил проект от журнала «Колокольчик», который называется «Сокровища моей семьи». То есть материалы, которые отправляются в журнал детьми, школьниками, истории своей семьи, истории своих дедушек, бабушек, родителей, они очень интересны, да, вот они издаются как мини-книжка. Человек, который отправил в журнал свою историю своей семьи, он может получить вот такой удивительный, уникальный подарок, как мини-книжка одного из самых знаменитых журналов Якутии. И этот проект интересен мне, историку, как способ соединить очень много площадок, параллелей. Например, мы там видим фотоматериалы, которые адаптированы как рисунок, например, портрет дедушки, да? Личные фотографии личных вещей, тетради, блокноты, записи, которые делал дедушка РК-солдата из Амгинской школы, из Амгинского района. И там также я увидел QR-код, через который можно выйти с телефон, и мы говорим о том, что вот гипермедиатехнологии, передача исторической памяти, культурной памяти, связь между поколениями, мы говорим о том, что в этом проекте очень красиво представлено, раскрыто. И хочу пожелать, чтобы проект дальше работал. Сама идея очень мне нравится, потому что, ну, маленькая книга. Сейчас актуально то, что семьи на слегка пишут свои книги, но вот чтобы маленький ребенок отправил в журнал свой материал, и он издан как книга, сделанная профессионалами, я считаю, что это очень-очень-очень интересно и очень красиво. Спасибо. Да, на самом деле у каждого текстового материала в журнале есть QR-код по сохранению видео, аудио файлов, да, и в том числе вот этот видео с Арканом тоже было сохранено в мини-книжку. Недавно у нас вышла еще одна мини-книжка другого автора, и там тоже были даже песни, исполненные внучкой, тоже были сохранены в этой же книжке. Поэтому книга не только можно смотреть, пощупать, да, полюбоваться, но также и послушать, увидеть, что там все это сохраняется очень даже хорошо и удобно. Ну, как вы заметили, тут подчеркнули, что портреты у нас рисуют профессиональные художники, да, и потом рисованный портрет уже остается за автором с указанием художника, да, и подобные портреты всегда востребованы, нужны и интересны, и очень красиво на самом деле рисуются. И сейчас я хотелось бы представить нашего верстальщика Даяну, которая работала над портретом Тараса Николаевича. Здравствуйте. Меня зовут Калининская Даяна. Я в редакции работаю верстальщиком с этого года. А раньше я рисовала детские иллюстрации, ну, для себя в основном.
И когда у нас вот запустили новый проект «Сокровища моей семьи», мне предложили нарисовать портрет дедушки Тараса. У меня очень быстро и легко получилось, и мне очень приятно, что Аркене и всем остальным понравилось. Вот. Ага. Спасибо. Но рисовалось легко, да? Не так сложно. Спасибо, Даяна. Ну, как вы заметили, у нас сегодня сидят одноклассники Аркена, да? Также еще из параллельного класса подошли тоже ребята. И классный руководитель Алена Вячеславовна тоже сегодня с нами. Хотелось бы ее услышать. Здравствуйте, Алена Алексеевна Вячеславовна. Ну, добрый день. Да, этот проект очень интересен, да, конечно. Мы больше, конечно, мы все прощупали, вот этот портрет дедушки, да, и, значит, самые уникальные были фотографии, да, по тем временам, которые сделано было, да, именно дедушкой Эркена. Ну, да, ага, значит, мы очень, ну, как сказать, дети, да, мы тетрадку видели, да, значит, дедушки вот Эркена, да, и здесь такой вот почерк красивый, да, стихописание, вот прямо, значит, дух охватывает, они красиво работали, и мы очень благодарны этому проекту. Да, очень интересный проект. Так, значит, и, конечно, вот такой прямой эфир, значит, конечно, очень многое дает нам всем, детям, и мы благодарны семье Солдатовых, да, и, конечно, благодаря этого проекта мы вот узнали, да, именно о человеке, учителе, который очень много дал нам всем. Спасибо. Спасибо. Да, заслуженный учитель Тарас Николаевич, действительно доброй памяти. И Аркен, кстати, да, сегодня собрал не только свой класс, учителей, редакцию, но также еще на свою презентацию он собрал и родных, близких, да, в том числе родную сестру Александру Солдатову с города Иркутска. Она у нас профессиональный видеограф. Александра, хотелось бы вас тоже Добрый услышать. день. Добрый день, ребята. Очень рада всех видеть. Я очень благодарна проекту «Колокольчик» и благодарна нашему брату, что он очень круто так собрал все данные, отправил, и благодаря этому создалась такая классная мини-книжка, которую действительно можно и пощупать, и посмотреть. И в создании проекта я оцифровывала кассеты 20-летней давности, то есть это ВХС-кассеты были старые, и мы смонтировали маленький ролик вместе с нашей семьей, и мы очень хотим поблагодарить Даяну Калининскую за то, что так красиво и так четко срисовали портрет нашего дедушки, и хотим вручить нашему брату денежную премию, потому что я считаю, что любой труд интеллектуальный должен оплачиваться. И поэтому мы очень тебя благодарим и гордимся тобой, наш брат. И еще благодарим редакцию «Колокольчик», потому что с детства мы тоже вместе с дедушкой много читали и росли вместе в журнале. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Так, сейчас, секундочку. Вот. Угу. Это здорово, когда семья поощряет такие хорошие инициативы, да,
история памяти родного дедушки, это особенно важно. И поздравляем с денежной премией РГН. И также от имени нашего издательства вручаем свидетельство о публикации в республиканском детском журнале «Колокольчик». Сейчас я вам покажу. Так. Ага. Где он у меня? Вот. Угу. Вручаем такое свидетельство. Видно, да? Угу. Так, остановить. Вот. И в Zoom еще у нас есть давний друг наш, переводчик с якутского на русский, заместитель директора по воспитательной работе Майя Капитоновна. Всем добрый день. Сегодня в нашей школе очень знаменательный день. Не как день у нас презентации, да, крик наших учеников. Ага. И в связи с этим мы хотим от имени администрации коллектива нашей школы поздравить нашего РГН маму Марию Тарасовну с презентацией твоей мини-книги. И благодарим за поддержку детского чтения и продвижение имиджа нашего лицея на республиканском уровне. И, пользуясь моментом, хотим поблагодарить редакцию журнала, нашего любимого, уникального в своем роде детского журнала «Чоранчик Колокольчик» за сотрудничество, за такой интересный проект, утверждающий и доказывающий, что главное сокровище каждого человека – это семья, да? И вручаем. Аплодисменты, ура, ура! Поздравляем! И подарок. Колокольчик, ага, символ журнала. И, как известно, колокольчик очищает, да? Ага, призывает все доброе, умножает, да? И вручаем тебе подарок. Ой, здорово, поздравления, поздравляем, спасибо. А также еще Майе Капитоновне, пользуясь случаем, вручаем сертификат о распространении опыта. Ой, спасибо большое. От имени Института развития образования Герой ПК имени Донского вам передадим. И также напоминаем, да, что сегодняшним участникам Zoom-встречи будут вручены сертификаты участия. А сейчас вот объявляем свободный микрофон, да, даже не то чтобы свободный, а ну, может, у кого-то возникли вопросы, какие-то, может быть, идеи, а может, даже предложения. Может, кто-то пропустил, я могу вкратце показать видео по мини-книжке и показать вам повторно. Ага, у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Вы выпустите такие интересные проекты? Еще раз? Вы выпустите очень интересные проекты еще раз? Конечно, мы каждый номер выпускаем интересные проекты. Знаете, журнал не только для того, чтобы читать, да, а для того, чтобы еще и руками что-то создавать. В журнале есть много подделок, бумажных книг, животных, как 3D формата, которые можно легко собрать, раскраски, пазлы есть. Ну, так, чтобы не постоянно читать, да, а время от времени можно было отвлечься на деятельность уже руками, да. Можно, допустим, бумажные куклы у нас тоже бывают, кукольный театр, точнее, да, когда можно прочесть короткую сказку и тут же вместе с братиком или с другом, и с подругой разыграть эту же сказку. Поэтому журнал всегда пытается придумывать новые интересные какие-нибудь проекты для детей. И мы часто, вот, когда приходят к нам в гости в редакцию или когда мы сами приезжаем, мы всегда показываем и спрашиваем мнение детей, что им нравится, что бы вы хотели,
а что добавить, как улучшить. Вот. Поэтому я бы, наверное, вам задала вопрос. А что бы вы, дети, хотели увидеть на страницах журнала больше всего? Ну, можно... Сказки. Интересные сказки, например, такие с рисунками яркими. Комиксы. Большие. Комиксы. Так. Еще добавить. Чтобы там было больше того, что можно было делать руками. Делать руками. Ага. А еще, знаете, бывают у нас плакаты, которые можно повесить в класс, да, то есть, чтобы можно было постоянно смотреть, даже таблицу умножения или азбука, алфавит, но для вас, как для учеников 5-4 классов, у нас есть семейное древо, да, вот тоже у нас будут такие плакаты, и еще для вас, наверное, будет интересно части тела, да, органы, где что располагается, и также еще недавно у нас вышел эвенкийский алфавит. И там, конечно же, не просто алфавит, буквы, да, и иллюстрации, там еще наводишь телефон на каждую букву, и по приложению InVision каждая буква, она оживает, да, то есть в нем записан звук, голос, музыка и картинка. Он оживает, и каждая буква, она начинает уже говорить. У нас есть вопрос. Так. А как долго делается журнал? Журнал выходит каждый месяц. Делается он, получается, в течение месяца. Но некоторые проекты, конечно, дольше бывают делаем. Может быть, у учителей есть какие-то вопросы? Нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне, да? Да, конечно. Ага. Меня зовут Степанова Татьяна. И я тетя вот Эркен Солдатова. И этот Тарас Николаевич, это мой отец. Да, я очень рада, что наш Эркен выпустил такую книгу вместе с вами. Это такая креативная, творческая, такая хорошая идея, оказывается. И мы все родные, родственники, родня, и даже вот ученики Тараса Николаевича очень обрадовались, когда увидели такую книжку. И поздравляем нашего Эркена. Он оказался автором этой книжки, и мы очень благодарны, наша семья очень благодарна вам, редакции журнала «Колокольчик». И я вот хотела сказать, да, вот Эркен, чтобы собрать материалы, он очень долго искал, интересные факты, интересные вещи, и мы с ним вот в старом доме дедушки искали этим летом разные материалы. И там мы нашли одну записную книжку дедушки, да, и там он в молодости был в Москве, и там он описывал все экскурсии, где он был, что он там смотрел, что за история этого памятника. И мы бы в этот знаменательный день хотели бы... утром еще мы разговаривали с ее мамой, договорились, и мы решили подарить Эркену путевку в Москву. Поздравляю. Возьмем с собой эту книжку, которую вот дедушка там записывал, записную, где он побывал. Он оказывается, побывал в университете, в Московском государственном. Он там ходил, он там все писал, что он там видел, как он восхищался. Там столько было эмоций. И мы решили, что мы будем ходить по этим местам. По маршруту дедушки, да? Да, по маршруту дедушки.
И я вот всем детям советую вот выпустить такие книжки. Это очень интересно, оказывается. Родные очень радуются, и ты узнаешь очень много. И вот редакторы, и вот эти работники журнала классно помогают, оказывается. И всем советую тоже выпустить свои книжки такие. И мы во время этого, ну, когда вот книжка выпустилась, да, подарили всем родным, вот, ученикам, и они вот начали еще нам рассказывать интересные факты, воспоминания. И нам еще захотелось еще одну, чуть побольше книжку создать. Здорово, вот. Помните, я в самом начале говорила, что это первая ступенька к созданию собственной книжки, да, и дальше уже книги. Есть. И мы хотим это вот все это записать, и еще вместе вот с Эркеном тоже надо выпустить еще одну книжку, ну, чуть побольше. Да, да. Это здорово на самом деле, когда один маленький проект, да, подталкивает уже к остальным. И уже и маршрут, и создание собственной книги, и собрание воспоминаний. Это на самом деле здорово, что книга к этому подтолкнула, что она к этому вас привела, да? Да, это такая классная семейная педагогика, оказывается, личностно ориентированный подход, вообще методично, педагогично, и вам мы очень благодарны за это. Спасибо. Спасибо вам. Да, и Сардана Анатольевна сегодня с нами тоже здесь, ответственный секретарь журнала «Вчоранчик Колокольчик». Она является, на самом деле, автором, инициатором этого проекта. Спасибо, Сардана Анатольевна. Поэтому это с ее легкой руки у нас пошли такие интересные вот проекты по созданию мини-книжки. И как мы сами заметили, когда мы вот общаемся с маленькими детьми, даже дошкольного возраста и начальных классов, они сами тяготеют и очень любят такие книжки-малышки, да, мы их называем либо мини-книжки, либо книжки-малышки, те, что умещаются в ладошку, в такую ладошку. Его удобно класть в карман, его удобно носить, его удобно читать, и детям очень-очень на самом деле нравится. И даже у нас много и учеников, вот дедушка очень много, чтобы дарить эти книжки, всем хватает. И мы воспоминания получаем, и вот для семейного архива они очень важны, оказывается. Да, да. Для пополнения семейного архива это тоже нужный материал, уже готовый материал, да? Потому что семейный архив у нас такого понятия как такового не существует же, да? И, может, с созданием этой книжки появится понятие семейный архив, семейная реликвия. Поэтому это наши ключевые слова. Семейный архив, семейная реликвия, богатство, дедушки. Это тоже у нас ключевое слово. Спасибо. Спасибо. Дедушкин достался Эркену. Пусть он изучает. Да. Он вообще-то очень похож на дедушку сам. По характеру даже. Чуть-чуть по внешности. Ну, по характеру точно он копия дедушки. Здорово. Ну да, очень ответственный и серьезный молодой человек. Да. Вот. А так вот хотелось бы узнать мнение учителей, да, какие вот подобные проекты, они насколько интересны школам, насколько востребованы, и какие еще другие дисциплины считаются более такими востребованными по проектам, по совместным проектам на данный момент у школ. Ага. Раз Николаевич минуту талым. Математика без. Числитель знаменательный. Белинда сотток пуневьякуйся докторы. Окурдук наш жалайды үйретерете. Намын бағай боласта. Оны кені келләне спасибо итте. Оны үксбет урокка менекке олар олаттырген. Сенялан кемигер доскага аттыгар остолголордун доскага пимши ураларын турартаман сахматта терете. Оли кадира огону күттен ягас оголорду акурду болан калыр, курду болан калыр. Нахачы ехелактынен учутан береде бөгөтө
тыртап, өйдәк, ұрас сенчис ете, о құрды бочарын көріңеге, кендеті бочарының боскал сұрген, қайды құрды бейбі құрдың тардар етей, олы жүчуге бочарда. Онна кенес бейін ұллақ бұтан наға өрер етебі. Наға аккуратный бей, жөл бәттік тұрора келсу болады. Ола астынар атебек. Мен наға математика оқпын әрәрі, ол дұробы өйдерді оны кенеттен қасда бейі ұлғытын. Олен наға чөдік санмейбін. Өркіні, кенес сенің өркі сылжар бұттан сүрдәғын ден бөребен. Онта колокольчы сұрнақ жорақтуынан әттіққа мен зұрулуғыттан, бақсығыттан сүріттарабын, білген аны серіне сүріттарабын, қырау құдыр дән сәңәрі. Мен қарғатымның сұрын алым келі ден аттырманы. Оны қойшта қаған келер, қуағана ден өр бола келері қуаған сөй. Оғы жасты оғысты келен нады ден бағаты ебіт. Арағының технический причинаген ден өйтті бітерәрі. Бұл проекттері өдден тренерде, бұл драконы оңар бұппыд бейге өдден пластилиніне колокольчикке бары. Оғы наға сәргейір. Аны бейін пластилиніне наға сатабапын деді бар, тәңі оңар сон менен түгірі таға бұппыд. Мәйгінна бұтыра. Онын болдағаны бұл оғы мақта сәт үстәк, төттәк, бестәк, оғы әрген тұттырген. Әлбәқті еті пластилиннен бұрыстой фигуралар, надалар әбіттер демен күттірен тұран әтәбіз. Оны қарар бағам әрі лаппы олардың ері оларға тәңі кемін уникетті тәңі қардындақтырынады. Оларды білін Саға Республиката тәрбінті сөйсілген алда бұғараме мәнді кірі тақсары болды, оны сәргеме білі күттіге. Бұдәті гражданский серии. Это кара-кара сурьячылар тустарын тартахаттыгы тене ағабы тәсілуқына малларына тустарын көрбікті. Нада, это боғылырда нада, нучы тылла олады. Бияға нучы кластары олабра бұл колокольчыгы сәргенті бүйерді әдер кластарыны көрдірәтчігі колокольчыгы атаны бұл юнасейлері кескел қағатын, оны сүрдеғын Яқтырдағына ағылы, атылыған ағыр дейінге, кенелер сұруйттарар дейінге, анығы моданан дейін қалылар, барта білін, барта электронны бар дейін аттылар сәпті. Оғынан бірін, бұл әбейәр тақсын нады, кейі тұтан қабан көрері наға түге. Мен тұта колокольчыға арай бұдуынан, қай бұтарас Николаевич олырыр дейден сәргелгін әті. Арая салдады көркен дейін, өрін өлі ғыстаған дейбітті. Идеяты доктор марып проекттер о өйін санатын күттәтен оны бұл политиканы да олық құтылу күтті сөптібейен нады отчоны терістеңе баран ек бірет. Оны оғылыр бөтек бұл тоқтар ұлған байы арылар ең барлар деп тұрып. Бұл дақылат сүрие өнерден наға чөй қайысқалар барлар. Әпті бұл олар кейінер тақсымыттар бәтті. Bu ünler bütün ceren kaydı arbuz ünler. Ник балыр ана чудыр. Манды продукттар надалар оğlar тегис теңе жарыктан алларга. Туанабыт беге туама болбадакпыт. Оğlar сергетилер арыян көрдүлөр. Сергеби то сүрүттөрүн багарыгы манды бияга бир о бу класстан сүрүттөрөр эбит. Тамигинин ашыкны икке болор. Үскүн сүрүттөрүн багарыгы ягылар. Колокольчикте бу чоранчыкты сурналга, дөрөктүгө бара бу үкүн сүрүттөрөр. Elif'ten onu terecek. Kim bağırır? Ay bağırandı. Bu bir kiyebilinne niye? Oo, ona haçübey. İkiz kiyebilinne. Ütü kurduk. O eliyle köreğe nereller hep de. Haçübeydi. Bir de hatta manlık elbette ki ergi bir tuzunlar takıda tuha taksın sebebi. Sep. Anta ki tak soruların de takını her gebette. Olur ne diyelim, ayetten ne diyelim, Maksim'ten ne diyelim, mesela üstünde, bahse bununla, o ailesi bununla, etütüyorsa ortadan sorular değil, tojen ne diyelim. Sakalıdın dunu çalıdın demeler kalıyatlar vallahi. Anneler ne vardı da, onu bir güveybetti. İşte hatta mahkal mandık proyektörü olarak kimdiren üstü olur, öncünün sanarların sayınları niyetidir. Onu üçüncü bazı para ederken etkiledik doktor ilgiden tutulan branca kıta kıcakterli aras proyektörü olarak kimdiren bu kurna bar boldun, üyelik boldun, süpetin
Нучалы акалы китона кененен бар болун ден алдым. О, мақтал, нахачугай. Ага, билигнесе бу лицейга конкурс билер әрекімі лучший класс по подписке ден, Ой, амастан маны хаем. Көрөргүт курдук бу Тарас Николаевич портрета бар, ди, ургидаммыт, Даяна Калининская кене, оно торжественно эркеңе терапевтерге врачайдар кынабыт, уже эгеңет болар, ден эдәркім өппыт. Ага. Вот, онна Икки баллана конкурс билдер өппыт, лучший класс по подписке ден. Кимель бахта подпискаламыт колокольчикка, чатылга на первое полугодие 2022 года. Ганада была на 5 мегах видбага соковой, алта номер. Кырбыт кластерга улана буманнык именной кубок тутарылар. Колокольчиккене, маннык. Коллективка была на комплект дидактических материалов самоделкинде. Ол егер была на раскраска бар, 3D кукла бар, из Золотого фонда журнала «Колокольчик» PDF форматка. Имеет тут вот. Онан кыттынылын кластер подпискаланын журналы ағын. Журнал диндигінен ағыргара гөтік надылақ болбатақ. Тоди терген элбах плакаттах, поделкалах, раскраскалах, оны бартын кырыян ургуйдан хас берди ого бәтигер бар болықтақ. Жетігер етті хаджарга, онна манна үйірга, беляхтирге, еген тухалах, надалах, оннан терегіне. Вот. Он өсі кемен бәтер? Тулах туд. Sahabat arahannya telan buku baran apa gitu ingin nanti taharan nah buat urtauda тахыбыта августка онна бу сентябрьга а так тарих под обязательно с у нас каким Марк, механ вопрос бара было. Лобанова, я хочу спросить, 5 класс. Хорошо. Как можно подписаться и где можно подписаться? Да, подписка оформляется через почту. Почта России. Через почтальона. Можно подойти на почту, можно пригласить почтальона и оформить подписку. А онлайн? Спрашиваю. Онлайн тоже можно, да. Есть такой сайт. Онлайн подписка тоже есть, там нужно просто указать адрес, да, точный, и цена будет такая же, как и в Почте России. Можете национальные продукты, какие, национальные десерты, например, от других стран. Блюда? Блюда национальных разных стран? Да. Да, это очень хорошая идея. У нас есть рубрика «Вкусняшка». Там бывают рецепты приготовления различных блюд. Но сейчас мы в основном размещаем те, что быстро, удобно, вкусно готовятся. А так будем иметь в виду, что да, хорошо бы и других стран, блюда других стран тоже включить, да, в журнал. Отличная идея, спасибо. У нас есть еще замечательные куклы интернациональные, да, как раз таки разных стран. Полный рост в национальном костюме. Такой у нас проект тоже был, и у нас в архиве тоже хранятся, и детям на самом деле очень нравится, и многие ими играют.
Ну и также еще изучают страны по этим куклам. Так. А как можно там, если вы хотите отправить какой-то рецепт или куда, что-то, куда можно отправить? Да, вы отправляете свою фотографию и рецепт приготовления, и фотографии блюд пошаговый, да? То есть, чтобы другой ребенок смотрел на ваши фотографии и смог его приготовить. Ничего сложного, буквально ваше любимое фирменное блюдо, которое вы часто готовите, можете сфотографировать, написать немножко вкратце, а нам отправить, мы его поменяем, улучшим и выпустим. У нас, кстати, так дети как раз-таки и отправляют рецепты вкусняшек. Спасибо. Пожалуйста. Ребята, а у вас в библиотеке есть журнал «Колокольчик» или «Чуранчик»? Колокольчик и чуранчик, к сожалению, мы сейчас не выписываем. Походу был. А так, конечно, это очень интересный журнал. Да, это самый доступный журнал, да? Он неподалеку и здесь, и это республиканский все-таки журнал, и единственный детский. Поэтому пока журнал есть в доступности, да, в Якутии у нас, надо публиковаться, ребята, надо читать. И да, жалко, что в библиотеке вашей нет, вы могли бы посмотреть обновленный, измененный вариант журнала, потому что сейчас он сильно изменился, стал гораздо толще. В некоторых номерах бывают вкладки. Вкладки — это, получается, увеличение страниц, да, и эти вкладки бывают в виде плакатов, различные тематические плакаты, которые можно повесить, в которые можно поиграть, потому что у нас настольные игры тоже выходят. И... Так вот. И иллюстрации тоже разные, и комиксы, кстати, тоже довольно часто выпускаем. И комиксы мы стараемся выпускать по произведениям наших классиков, да, якутских классиков, поэтов. Мы берем их, сокращаем и выпускаем, чтобы детям было интересно, чтобы дети знали про литературные произведения якутских писателей, поэтов. Так. А еще у нас выходят детские рисунки. Если ребенок рисует, да, они у нас тоже публикуются. Если ребенок рисует, у него есть фирменные рецепты вкусняшек, и если ребенок еще придумывает сказки, пишет стихотворение, это еще лучше. Вы тоже можете отправить нам в редакцию, и мы выпустим его в следующем номере журнала. Ага. Так, и что еще хотелось бы сказать? Кто-нибудь еще что-нибудь добавит? Зум-встреча у нас прошла сегодня, да, вот 58 минут. Презентация Аркена, мы считаем, что прошла успешно. Мы его еще раз поздравляем, класс, одноклассников, учителя, классного руководителя, директора за сегодняшнее участие, да, учителей, родственников, сестру. Это здорово, что такой хороший повод объединил нас на сегодняшней встрече. Мы могли увидеть, услышать друг друга, самое главное, да. Теперь расстояния уже не столь важны, да, хоть мы и далеко и не можем встретиться в связи с коронавирусом, но мы можем так пообщаться через Zoom, это здорово, это очень хорошо. Поэтому спасибо всем за сегодняшнее участие. Сертификаты на сайте Keskill можно будет взять. И всем спасибо за внимание, читайте журнал, выписывайте журнал, отправляйте свои материалы, мы будем очень-очень рады. Поэтому всем пока. Спасибо. Большое спасибо. Ага. Было очень интересно. Спасибо. До свидания. До свидания. Всем пока. Да.